вечер. Добрый вечер, дамы и господа. Мы несказанно рады видеть вас в нашей обители искусства. Я надеюсь, что все сели согласно купленным билетам на свои места? Как-то не уверен. Ну тогда включите ваши умы. Откройте ваши глаза. Распахните ваши сердца и выключите сотовый телефон. Ну, проверь. Выключили? Точно? Ну тогда... Поехали! Не зная толком пути, роняя мелочи в ночь, храня все пули в груди, по хмурым улицам прочь, проткнутый солнца штыком, солдат без права на день, луны изведенным курком, оставленный в темноте, приделан к сердцу засов. Приставлен к клетке конвой, но на отпущенных псов бросаешься с головой по обреченной доске, по бесконечным кругам, так неизбывной тоске, так золотым берегам. Иди. История, которую мы сегодня хотим вам рассказать, произошла где-то, когда-то, с кем-то. Да, в принципе, какая разница? Ведь героем этой истории мог стать каждый из вас. Вы уж простите, княгиня, что мы вам все кур подаем. Нынче в деревнях-то что сыщешь? Ах, любезный друг, завтрак бесподобный. Вы думаете, мы в Петербурге кур не едим? Помещик Закрутин, человек, человечище великих масштабов, можно сказать во всем, ну, если только не размеры своей одежды. Принимает у себя в гостях княгиню Суранскую, да не одну, а в обществе горячо любимого сына Бобби, юноши, кротких взглядов и покорный во всем, и брата Петра Николаевича, генерала в отставке. Я не по своей воле меня привезли. Ну уж нет, приехали к нам так жить все лето. Если я останусь здесь на все лето, я в конец отвечаю. Я кусаться буду. Позвольте вам представить старшая дочь Закрутина, победительница Олимпиады, умники и умницы, абсолютный чемпион программы «Своя игра», и она одна знает ответ на вопрос «что, где, когда». Вера! Блэс Паскаль, французский ученый-философ, первым в истории человечества изобрел счетную машину. Это очень интересно. Консоме, тюрбо, Шарлот Гласи, Коки. Многие не знают, что это такое. А вот средняя дочь Закрутина не только знает, но и умеет это вкусно приготовить. Надя. Княгиня, обратите ваше внимание на картофель. Сорт называется «Белый слон». Мы выписали его из Риги, и он у нас прекрасно принялся. Ну и третья, младшая дочь Закрутина, она такая. Нет, она такая.
любовь. Так это же Люба! Это Люба! Люба! Иди сюда! Ну что вы? Любушка, я прошу тебя, будь как все. Хорошо, папенька. Давай. Простите меня великодушно, Борис Николаевич. Что же вы, баловница, обижаете нашего сахарного князя? А лучше меня обижать. Что ты меня, у нас мирненькая девочка. Бобби, мой друг, ты знаешь, я не люблю этих фамильярностей. Не знаю, дитя мое, позвольте во имя давней дружбы с вашим семейством дать вам совет. Вам еще предстоит много жить. Не знаю, княгиня. А вы, верно, хотите быть счастливой. Не знаю, княгиня. Так что быть счастливой, дитя мое, надо стараться всем быть приятным. Совершенно с вами согласна, княгиня. Если вы не хотите моих наставлений, моя дорогая, так ведь как угодно. Бобби, мой друг, ты, кажется, хотел сегодня начать занятия по диссертации? Бедный мальчик даже летом заставляет учиться. Никто не заставляет. Он может делать, что хочет. Но он знает, что приятно и что неприятно его матери. Да, я сейчас, маман. Я счастлив, я радуюсь, что почтенная княгиня гостит у нас. Чего делаешь ты? Ты издеваешься над молодым князем, ты хамишь ему. Ты просто сорванец, вот ты кто. Господи, такой шанс, молодой князь, почтенный, красивый, образованный. Единственный наследник богатейшего своего семейства. У меня 3 дочери. Живем в бедности. Единственное наше богатство — это нравственность. Что может быть здесь? Счастье для всех нас, я не знаю. Ой, папенька, так вы не потому на меня сердитесь, что я сорванец, а потому, папенька, что вы на князеньку эту больно рассчитываете. А возьму, он одну из моих дочерей в жены возьмет. Хоть одну из нас рук сбыть хотите? Ну, сбыть не сбыть, а счастливо пристроить, а чего ж тут плохого? Ничего, только с чего вы взяли, папенька, что княгиня в нашу глушь приехала своему птенчику невесту выбирать. Только я думаю, папенька, что и царевны-то такой нет, на которую бы она для него Есть такие причины думать? Туду, даже можно нам рассказать, папенька. И не подумаю. Я дал честное слово не говорить никому, а особенно вам. Так знать никаких причин нет. А есть? А нет! Есть! Нет, папенька! Все вы сочиняете! Да ничего я не сочинял, вы чего? Мне же княгиня сама призналась. И почему? Да потому что она мать. И какая мать? Она же заботливая мать. Невесту в Петербурге взять? Фу, они же там все лгуньи, омут. И тогда княгиня поняла, что невесту нужно выбирать в местах неиспорченных. Кажется, мне все время кажется, что одной веревочкой наша радость
А ну-ка, пошли вон. Я говорю, вон, пошли. Ну чего расселись-то? Я сказал, вон, пошли! Люба! Люба, это все ты! Сорванец все-таки! Вечно тебе нужно свой нос куда-нибудь засунуть. Ой, да я на этого вашего Бобби, папенька, ни малейших расчетов не имею. Наступай, сестрица. Ой, какой великодушный. А знаешь, что он тебя не возьмет? Возьму и я его еще. Вопрос. Кукла. Как есть кукла. Туда княгиня дернет, туда он идет. А вдруг мой Бобби не беременна? Не пьет. Друг мой Бобби, иди учиться. Идет. И никакой самобытности. Это всю жизнь под командованием княгини. Нет, благодарю, папа. Я тоже благодарю покорно. Ну, а ты, небось, сама командовать хотела. И буду. Ага, старой девой ты будешь. Ой, папенька, да когда твой первый сон замуж выйдет, а? С кем же ты останешься? А ты, ну ты не уж бабулем. Вот я-то с тобой и вода. Ой! Люба! Меня в мочалку встретишь! Шиплок. Ты же без меня со скуки помрешь, папенька. Не помру никогда. Ты же меня больше всех любишь, папенька. Нет, Любишь? вообще не люблю. Любишь? Вообще никак не люблю. Любишь? Любишь. Вот язва. Любишь? Вот такая вот язва. Папа! Так, меня не выдавать, чтобы и помину не было о том, что вы здесь знаете. Ладно? Ага. Ладно? Ладно. В Росстате подсчитали соотношение числа мужчин и женщин. И оказалось, что мужчин на 11 миллионов меньше, чем женщин. Таким образом, получается, что на 1000 женщин выходит всего лишь 866 мужчин. Вера, ну что, нравится он тебе, а? Не знаю. Мальчиков рождается намного больше, чем девочек, но к среднему возрасту это число становится одинаковым. А вот ближе к пенсионному мужчин становится намного меньше. А тебе, Наденька, нравится? Ой. Не знаю. И такая ситуация в России продолжается уже не первый год, а многие столетия и будет продолжаться долгие годы. Вера! Верочка, я тебе откровенно скажу, ужасно он мне нравится! Вера! Верочка, ну, сестренка, если тебе все равно, уступи ты мне его, ради бога. Что за странный разговор у нас, Наденька? Ну разве он нам принадлежит, чтобы мы его делили? Может быть, он еще ни одну из нас и не захочет. Это же не от нас зависит. Ага, я поняла. Он тебе тоже нравится. Да я же вижу. Ты планы обдумаешь. Как пойдешь свои разговоры разговаривать и термины бросать, еще пианино заставить смотришь. Если женится на мне, ему ведь забот никаких не будет, я все сама. Не нужно ему будет говорить, вот тут протри бензином или пришей здесь пуговку, ведь все будет предусмотрено. Ой, Наденька, какое же у тебя все-таки мещанское представление о семейном счастье. Как будто жизнь состоит только в том, чтобы белье чинить, да платье чистить. А по-моему, существуют более высокие потребности. Ну да, существует некая пирамида потребностей, которую, как говорит Абрахам Маслоу, мы должны постоянно удовлетворять, пока наше сердце не скажет нам стоп. Но это же уровень обезьянок, надо! А существуют высокие потребности, например, любовь. Где любовь — это не простое созерцание или увлечение, а реальное действие, которое подразумевает больше отдавать, чем брать, Надя! Вера! Уступи ты мне его.
тебе первая сказала, то, что влюблена, значит, мои первые права. А если ты мне будешь мешать, то и я тебе буду мешать. Более вечно, положил голову на руку, читаю. А какую тему он разрабатывает? Очень интересную, об отношениях к родителям по-разному заказать. Ой, это очень интересная, глубокая тема, Да, княгиня. да, дорогая Вера. Княгиня, знаете, я у вас давно хотела спросить, вы к цветной капусте какой соус предпочитаете? Хлебом или масло, сухаря? Все, что подадите, моя дорогая. Я во всем буду видеть ваше доброе желание. Да. А, княгиня, позвольте, я вам что-нибудь читаю. Милая с удовольствием. Да, тогда я принесу вам несколько книг на выбор. Хорошо, хорошо. А я тогда подушки вам принесу, бабушка удобнее. Иван Христофорович, благодарю вас, милый друг, что вы так воспитали своих дочерей, и умы рачительные и скромны. Ну, так родная кровь, княгиня. Трудно было не приложить старания. Петр, который тебе больше из них нравится? Мне самая младшая любовь. Насмешку говоришь? Нет, Иван Христофорович, одна у вас неудача мы не досмотрели. Ну, знаете, характер такой. Трудно было доглядеть. А мне нравится. Петр, я просила тебя со мной приехать, потому что жду от тебя серьезного совета. Матушка моя, ведь ты меня спрашиваешь, которая мне нравится. Что же мне лгать? Она мне больше всех нравится. С ней весело. Вот давеча она травила меня козлом, так вот чуть-чуть меня не забодал. А вчера на дерево пришло за ней лезть. И глаза у нее чудес, плутовские какие, канальские. Перестань, думай это про себя. Не говори так при Боге. Ты можешь спутать его здравый смысл. Нет, Вера такая развитая девушка, Надя так распорядительна, у обеих строгий ум. Ну вот вызвала бы тогда учителя из гимназии или повара там. Они бы тебе все это проверили. Я думала, сердце дяди подскажет. Но вот сердце дяди и говорит. Мне Люба нравится. Княгиня, вот ваши книги. Пойдемте в рощу, не будем мешать Бобе.
Это вы тут? Я. Ну что вы, много выучились? Да, конечно, выучишься тут. Я, может быть, в поле хочу. В зелень. В шире. Но имею силу характера подавить свои желания, когда долг велик. Ну какой долг велик? Скажите уж прямо, мамаша велит. Нет, нет, почему вы так думаете? Я сам знаю, что надо. А что надо? Что надо? Ну много вы проиграете, если пропустите 1, 2 дня. Все равно вы ничего не понимаете из прочитанного. Почему же вы так думаете? А потому что ваша душа, она находится в другом месте. Ваша мамаша постарше, не там роща пошла, а Вера и нежный роман читает о любви двух сердец. А вас посадили за книжки. Что вы там читаете? Международное право. Ну какое же теперь может быть международное право, когда сейчас только одно право — наслаждаться ясным солнышком и чистым воздухом. Право, которого не лишены даже самые несчастные нищие, но которого вы сами себя лишаете. Как жалче раба, непонятно. Верните мне его, пожалуйста. Сами возьмите. Книгу, которая у вас за спиной. Она обратилась в пыль и усунули сидим за злобу. Видите, как она мучит такого хорошего мальчика. Ай-яй-яй, что это за тон разговора? Вы, кажется, не маленький. Ну, маман, прошу, не затрагивайте. И верните книгу. Извольте. Что это за шутки? Ну какие шутки? Да что вам за охота? Смеяться! Потому что так весело! Потому что жить так хорошо! Потому что небо голубое, а маки красные, а серьги синие! Потому что ваши глаза разгорелись, как угольки! Не отдам я вам ваши книги! Я ее в речку брошу! Нет, только не в речку не надо! Простите с ней рот и навсегда! Отсюда верните книгу! Un peu secret, un peu salé, non pas secret, tout va bien, c'est le matin, un peu plus grand, un peu plus court, non pas secret, tout a rien à faire, un peu plus vert, un peu moins cher, non pas secret, la montagne est la mer, un peu plus blanche, un peu noir, non pas secret, la vie est noire. Тише! Бобби погружен в науку. Надо кричить. Что это? Что это такое? Погружен в науку. И
другом влюбиться в одну девочку, одноклассницу Валюшу. Вот, значит, стоим мы как-то в очереди за учебниками в библиотеке, стоим позади, и я, как самый смелый, подошел и вдохнул запах ее длинных волнистых волос. Она возьми, как повернись. А мою первую любовь звали Света. Это было в детском саду, в подготовительной группе. И она единственная в 6 лет умела читать из нашей группы и читала со скоростью 120 слов в минуту. И она лично для меня читала сказки, а я ее за это целовал. А мою первую любовь звали Мария. Она приходила на озеро, где я плавал на плотах. Ну, знаете, такие вот из пенопластов раньше у нас были. И вот однажды решил произвести на нее впечатление, на середине озера решил с одного плота перейти на другой. Все было хорошо до того момента, пока я не поставил ногу на второй плот. Княгиня, я вашу мысль исполнил. Что такое? А я придумал, как Любу удалить отсюда дня на 3, а может быть и больше. Куда? Зачем? Значит так. Люба у нас целительница сльет. Ну, если кто ногу сломает там или голову переломит, она тотчас свою помощь предлагает. Ишь, она какой молодец! Петр Николаевич, упорный восток. Значит так. Есть у меня здесь одна дворовая девка Маланья. Я здесь. Вышла она из деревни моей тетки, вез за 40 отсюда. Там ее папаша кузнецом работает. Так вот, я сейчас подговорю эту Маланью, чтобы она орала, что ее папашу бревном пришибла. Ну и все. Люба тотчас свои услуги предлагает на счет, а у меня уже все готово, и дрожки запряжены, и мы Любу к тетке и отправим. Да когда увидит, что я обману. Да ничего она не увидит. У нас по уезду порой какие вести новости разносятся, а Маланья девка шустрая. Я ей рубль дал и платок посулил. Она эту историю разыграет чудесно. Я тоже к тетке поеду. Я тетке помогать буду. Сам заболею, если нужно. Пусть Люба меня лечит. В старости лет посмешищем для людей хочет быть. Пусть едет, он нам здесь только помеха. Пс-пс. Маланья, ты? Пойте сюда. Малыш, что? Да пойте сюда, вам говорят. Да кто тебя пришиб? Барышня, слышите, какое дело-то, слышите? Вот приходит ко мне наш барин и говорит: Малашка, хочешь, я тебе руку подаю? Я говорю: конечно, барин, спасибо. Ну, а чего раз готовилась? А чтоб я вам в ноги бросилась, приказываю. Треви, говорят, говорит, сокрушайся, скажи, что дяденьку твоего бревном пришибло, мол, мужик из деревни сказывал. Да зачем это им нужно? А зачем нужно-то? Вон уж дрожки стоят запряжены, чтоб вам со мной ехать туда-то в деревню-то дяденьку моего спасать. Значит, хотят меня отсюда удалить. Понимаю. А я не что я свою барышню за руку-то продам, я еще платок шелковый попросил. Слушай, я сейчас в беседку пойду, а ты как будто меня и не видел. Так. Все делай как папенька сказала Львида, причитывай, ты меня зови. Так. Я пойду, мы с тобой сядем и поедем. Я узнаю, как потом. Так. Так и сделать? Так и сделай. Ну, коли так просите, так и сделаю. Что, парни, клацаем? Клацаем. Помогите. Вань, дай ляг.
Ох вы, батюшки, ох вы, матушки. Как грустно, туманно кругом, тосклив и затратен мой путь, а прошлое кажется сном, томит наболевшую грудь. Здравствуйте. Я прощи, гони, гони лошадей. Мне некуда больше спешить. Мне некого больше любить. Я прощи, не гони лошадей. Молодец, малышка, молодец. Как жажда средь мрачных равнин, обиды забыть и любовь. Но память мой злой властелин, все будет минувшее вновь. Что случилось? Что произошло? Говорят, отца и пришиб по пивному. О, так откуда она узнала, что ее отца пришибла? Ну, потому что ты кому же херни, ты бревно, пахни на папашу. Да куда там? Они замексят кровь, манисовых на именинах. Все. Все было лишь ложь и обман. Прощай, и мечты, и покой. А боль не закрывшихся ран останется вечно со мной. А еще платок шелковый обещаю. Первую помощь оказать? Вы можете? Барышня, когда она у нас за лучше доктора будет? Малашка, идем садиться. Вот и я уложился. Готов едем. Едем. Ну так конечно! Если генерал готов, нужно соблаговолить, согласиться, сказать ему спасибо и сесть с ним рядом. Генерал! Конечно. Нет, генеральчик, сладенький, я такой жертвы не допущу. Да чтобы из-за меня. Да вы рассыпались, миленький, да
Вздор! Я 40 лет назад весь Кавказ походом исходил, а теперь я рассыплюсь устану. Вздор! Нет, генеральчик сладенький, я с вами не поеду. Папенька, если генерал едет, я остаюсь. А вот это обидно. Вот это прямое оскорбление. А что я, мальчишка, что ли? Ловила, что ли, какой? Шаркун салонный? Да после таких слов мне остается только в Петербург уехать. Вот и прекрасно. Прощайте, господа, малашка, идем. Ямщик, не гони лошадей. Мне нужно поговорить с тобой. Поговорить об очень важном вопросе. Да, что такое, мама? Боже, ты вообще серьезно. Держишь себя скромно, примерно. Несмотря на твои годы, на женщин почти не глядишь. Мама! Но ты должен помнить, что рано или поздно ты должен жениться. Да, помню. Да. Мама! Но наши светские петербургские барышни — это не твой вкус. Я знаю. Тебе надо подругу почтенную, которая бы заменила тебе мать. То есть как это почтенная, мама? Почтенную с характером. Умная, которая бы поняла твою деликатную натуру. Я теперь могу сказать прямо. Я для этого сюда и приехала. Я давно расспрашивала про дочерей Ивана Христофоровича и получила самый удовлетворительный ответ. Теперь я живу с ними уже целую неделю и нахожу, что и Вера, и Надя отвечают моим желаниям. Мама! И красивее. Я заметила, Вера произвела на тебя впечатление. Я не сильна. Нет, мама, вы ошибаетесь. Неужели? Да. Стало быть, Надя тебе больше нравится. Нет, мама, нет. Ох, мой друг, поступай, как велит тебе твоя душа. Они обе готовы. Выбирай ту и другую. Я уверяю вас, мама. Знаешь, я ни в чем тебя не стесняю, но если ты мне будешь противоречить, я этого не выдержу. Я даю тебе целый день на размышление. Сегодня твоего ответа я не требую, но завтра ты будешь объявлен женихом. Ты мой идеал. В моем идеале должно быть строгое уважение к заботам матери. Бобби, пожалуйста, не разрушай моего идеала. Хороший сын к отцу пришел и спросила Кроха, а что такое хорошо? И что такое плохо? Нет. Нет, когда я начал чувствовать себя человеком, свои мысли, свои желания, я должен жениться на одной из этих двух барышень. Они обе согласны. А да вижу, как только их ждут, так бросятся мне на шею, а у меня совсем другое в голове. Но я должен жениться без любви, чтобы не разрушить мамашиного идеала. Нет, мне кажется, что за эти дни я и перестал быть ее идеалом. И если говорить правду, так слава Богу, что я перестал быть ее идеалом. Я кончила ваши выписки по международному праву, Борис Николаевич. Вот ваша книга и ваши выписки.
Если вы вникли в смысл написанного, то, вероятно, заметили, что положение каждого отдельного человека можно сравнить с положением целого отдельного государства. И отдельное государство, как и отдельный человек, может иметь желание внутри себя распоряжаться, как ему будет угодно. Несомненно. Ну, в общем, ни единое государство не должно оставаться одиноким, изолированным. А международное общение крайне приятно для блага договаривающихся государств. Да, ну а если одно государство видит, что дружба с другим государством принесет больше выгод этому другому государству, неужели первое государство должно отказаться от своих субъективных желаний? Но государство, как юридическое лицо, должно понимать, что жизнь не во всем слагается, как на первый взгляд желаешь, а иногда очень приятно и полезно поступиться своими правами и интересами. А если чувствуешь, что навсегда навяжешь себе соседа, который с каждым годом все больше и больше будет высказывать стремление к захвату нашей самобытности и будет распоряжаться нами как своей собственностью, ну и захочет широко пользоваться правом принуждения. Разумное государство никогда этого не захочет. Реформы называют, это крайняя нужда. Что? Я накладываю чаром тебя. Потому что ты принадлежишь мне. Тебе лучше остановиться сейчас. Я не шучу. Не шучу. Ты знаешь, я люблю этого. Когда ты обманываешь меня. О, нет. Я накладываю чару в тебя. Потому что ты принадлежишь мне. Чай пить! Пожалуйте! Какие я вам лепешки вкусные поставила! Горячие! Дом нас пекут. Наденька, кто ж так врывается, как бомба? Так же можно и испугать. А мысли ваши, видно, были где-то очень далеко, раз это вас так поразило. У нас здесь был научный разговор. Надя, мы говорили о Солнечной системе. Между всеми небесными телами во Вселенной существуют силы взаимного притяжения, Наденька. А центральная звезда Солнце удерживает этими силами около себя планеты и другие тела. Планеты не светятся самостоятельно. Они же отражают свет от звезд. Планеты крутятся вокруг собственной оси и вокруг Солнца. Но это, кажется, тебе будет неинтересно, Наденька. Поэтому ты ступай, Надя. Ступай, а мы с князем к тебе придем. Ой, нет, напротив, я так рад. Князь! Уделите мне еще 5 минут. Мы должны закончить с вами этот интересный научный разговор. Ступай, Надя. Хорошо, я уйду, но с условием. После чая ты отдашь князя мне и больше не будешь на него иметь претензий весь вечер. Хорошо, я согласна. Ступай. Князь, я буду говорить с вами откровенно. Я имела счастье заметить, что в нашем с вами разговоре вы проявили большое участие ко мне. Я говорила об этом с вашей мамашей, она нам сочувствует. Наденька хотела поговорить с вами после чая. Ну что общего между вами? Наши высшие повседневные прозы. Я буду говорить с вами откровенно, князь! Пожалуйста, не продолжайте. Я чувствую, что вы скажете и не готов до решительного ответа. Да. С меня достаточно, что дорогой для меня государство не отвергает моих желаний. Оно колеблется, а когда государство колеблется, это значит, что оно уступит. Вы музыку любите, князь? Люблю. То есть не знаю.
попробуй. Какой же несчастный. Что ж делать? Я совсем не этого хочу, совсем не этого. Я знаю, чего я хочу. Я такой слабый. А когда государство колеблется, оно непременно уснет. Бисмарк. Бисмарк в юбке. Да неужели не мои женят? Дядя, а ты куда? Не задерживай, пожалуйста. Некогда. Ты уезжаешь. Верхом. А что делать? Я велел оседлать рысака. Еду за ним. За Любой? Но не могу же я ее одну. Ну, не задерживай, пожалуйста. Не задерживай. Какой я ничтожный человек! Дядя старик, не щадя себя, едет за моим сокровищем и не стесняется доказывать, что ему нравится. А я молодой, вижу и чувствую. И веду здесь дурацкие дипломатические разговоры. Я боюсь и колеблюсь. Боюсь, что уступлю. Нет уж, извините. Если на меня нападают, со мной остается еще одно международное право. Право войны. Иди сквозь пальцы через песок, раз утро так началось, пускай скрипит колесо, пускай вращается ось, земли смиренная плоть возьмет под хрип воронья, и закрывает Господь глаза своим сыновьям, срезая углы и края, объять безмерности круг, пронзают ввысь тополя, взлетают птицы разлук. Казалось, с улиц расход разгадан на полпути, но в ночи стих небосвод страницами надо идти, дорогу осилит кровой, повесит там дали рожка, и вот уже по прямой бежит пределом душа, родится всход в окне, прольется маслом вдали, качает мир Вифлеем, венчает Иерусалим. Второй акт. После первого акта немного отравка, бутерброд и коньяк, вашу кровь веселят. Вы бодры, веселы и готовы узнать, чем порадует сын свою старую мать. Если публика здесь что-то вдруг упустила, я напомню сейчас, как это было. Шаловливая любовь сорванец, неудобная ночь, надоела в конец. И ее завернули в обманках по ссылку, и тетки родной отправили в ссылку. Следом наш генерал ускакал в попыхах и исчез. И найти бы теперь его враг, и невесты сестры, а жених-то один, кого выберет тот единственный сын. Или угодов княгини, или на радость отца, или выберет шоки себе сорванца. Вы же говорите, не потеха ли, только любая любовь.
ним осталось еще одно право. Международное право войны. Любовь Ивановна? Вы вернулись. Да. Я... Я на перекрестке доктора встретила, посадила малашку с ними, отправила. Я так рад. Наша часть тут. Да. То есть нет, а только что подали. Любовь Ивановна, вы не спешите. Побудьте со мной. А если я вас дразнить стану? Это дразнить мне нравится. А я не стану. А я не так настроена сейчас. Вот. А что это за мальчик у вас? Мальчик. А это ученик мой. Грамоте его учу. Так поздно. Да. Я пойду. Оставайся, не мешаешь. Пользуется каждым моментом и пристает ко мне, чтобы я его учила. Ух, любовная Гришка. Такой маленький. И сразу видно, любит вас. Очень любит. А как он хорошо это сказал! Очень люблю. Люби, Гриша. Люби, она чудная, прекрасная тетя. И только слепой этого не видит. Вон дядя старик, ты чего очарован? Что поскакал следом за вами? Как поскакал? Надо его вернуть. Ой, нет, нет, оставьте. Так не говори, что я оставляю. Да пусть скачет. Я хотел вам откровенно сказать. Ну? Я вам хотел откровенно сказать. Я вам хотел откровенно сказать. Ну? Я хотел вам откровенно сказать. Я вас. А это по какому праву ваша сестра называет вас таким пренебрежением? Да это неправда. Ну так неправда. Правда, они вас считают пустой девчонкой. Да мне неприятно, что вы об этом говорите. Может, у них там причина. Ну, может быть, и у меня есть причины на них сердиться. Ведь вы... Ну? Вы, шутя и смеясь, делаете больше прекрасного, чем они, при всем своем старании. Какой чудесный вечер сегодня! Ведь тысячи вечеров было подобных, а все не то. Это лучший вечер в моей жизни. Помню этот вечер, Гриша. Долго помню. Никогда не забуду. Мальчик. Хороший мальчик. А ты что? Милый. Милый мальчик.
генерал-то забываем, ведь он скачет, надо его вернуть. Помни, кого ты выбираешь, Веру или Надю. Я жду твоего решения через 15 минут. 15 минут? 15 минут. Любовь Ивановна! Я по снам по твоим не ходил, и в толпе не казался. Не мерещился в сквере, где лил дождь, вернее начинался. Дождь. Я вытяну эту строку, а другой не замечу. Это блазнилось мне, дураку, что вот-вот тебя встречу. Это ты мне являлась во сне, и меня заполняла тихой нежностью, волосы мне на висках поправляла. В эту осень мне даже стихи удавались отчасти, но всегда не хватало строки или рифмы для счастья. Осетров, точно рай небесный по всем жилкам разлился. Ангел вы мой, умер бы без вас. Люба. Как вам и надо за ваше непослушание? Сказано вам было не ехать со мной. Нет, надо было сделать все по-своему, не покорно дитя. Как же это вы попали в Спасское село, ведь тетушки дорога совсем в другую сторону. Осетров, разбери в деревне эти дороги. Мне ваш кучер обстоятельно объяснял. Все говорит, прямо езжайте, прямо версты 4, а там деревня будет с белой церковью, направо надо взять. А там через речку перейти, и опять все прямо-прямо. Скакал и скакал Христос Небесный, какие уж 4 версты. Люба, я уже в 3 стороны крестьян послала вас разыскать, на силу нашли. Осетров, спасительница моя, отыскала, отогрела, напоила, накормила. Люба, ну как же можно делать такие глупости в столь почтенный год? Осетров, вы виноваты, я не смог вас покинуть. Вы, генерал, должно быть, меня очень полюбили. То есть не полюбил, а люблю. Non, moi je préfère plutôt qu'on s'épimente. Послушайте, Любовь Ивановна, я все ваши насмешки терплю без ропота. Когда вы назвали меня Наполеоном, я стерплю. Когда вы травили меня козлом, я даже с удовольствием стерпел. Когда вы заставили меня на дерево лезть, я и тут. Если вы касаетесь таких тонких краев, то такие насмешки. Любовь Ивановна, моя мамаша в роще ждет меня, ждет моего решения. Кого я выберу, Надю или Веру? У меня 4 часа. Что же делать? Что же делать? Что делать? А как умный мальчик опустить глазки и сказать: милая душа моя мамаша, какую предназначите невесту, ту я и возьму, потому как никакой воли, а кроме той воли, которую вы мне прикажете иметь, у меня нет и быть не может. Потом поцеловать
поцеловать ручку? Дайте ответ. Бог с вами, Любовь Ивановна. Бог с вами. Ну. Вы хотите? Я вам сказку расскажу. А давайте. Сказка. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был мужик. И было у него 3 дочери, как обыкновенно бывает. Старшая умная, средняя так и сяк, а младшая вовсе дура. Только прослышала про этих дочерей королевна Отрава Строговна и говорит своему сыну: «Милый мой сын единственный, Арнаульф Адамантович, поедем тебе из этих сестер невесту выбирать». О! Камень, кажется, бумаги, сумки! Хорошо, поехали. Старшая тянет принца к себе, средняя тянет принца к себе, а младшая над ним свои дуровые штуки проделывать начала. Видит королевна, поводет ее сын Тури в лапки и давай придумывать, как бы спровадить дуру с глаз долой. Согласилась она с братцем, да с родителем этих самых невест, и говорят они: «Разлюбезная ты наша дура, поезжайте за Синее море, добродетель нам оттуда привези». Согласилась дура, ехать собралась. А девка Чернавка ей шепчет: «Слушай, милая, это подвох, поедем за добродетелью, а команда не нужна, а тут тебе без всякой добродетели нос утрут». И так грустно стало дуре, что этот самый принц Арнаульф Адамантович, как чумичка какая ненужная, как веник голик плавал, кто захотел его взял и швырнул, и все. И жаль ему стало. Полюбился дуре. Арнаульф Адамантович. Разглядела она его душу добрую. И чудесное чувство охватило. Ну, дальше. А дальше? Дальше надо черную кошку расспросить, что там было. Как, дядя? Так тут была интрига. И когда заметили, что именно эта девушка мне нравится, хотели насильно ее утолить? Да нет, слушай. Да не хочу я слушать, дядя. Как ты можешь в глаза мне смотреть? Как ты можешь мне в глаза смотреть? Ты был в заговоре. Против кого? Против лучшей девушки в мире. Да нет. То есть ты хочешь сказать, что она не лучшая девушка в мире? Любочка, девица, первый сорт. Мне, честно говоря, даже обидно, что такой алмаз в глуши деревенской валяется, а не выставлен где-нибудь в Петербурге на показ. Ну, там бы из нее хоть
На дуэли подрались, убили бы кого-нибудь. Да, дядя! Да! Белый труп. Она тебе совсем не годится. Ты слишком скучно для нее твое общество книжки. Книжки? Да, ты покрыт герою учености, она живая в книжке, веселая, легкомысленная. Ты слишком скучен для нее. А я вот сейчас покажу, как я буду обращаться со своими книжками. Книжка. Она ипотекарь твоей мамаши. Она сама себе господин, а ты без мамаши что? Ну, рыба без хвоста никуда не уплывешь. А я вот сейчас и покажу, куда я уплыву без своей мамаши. Она мне может сватать кого угодно, но я женюсь на Любе. И сейчас пойду и объявлю ей об этом. Только через мой труп. Вау! Пап? Тетя! Ну, погоди ты, ну, погоди ты, аж ты ход, погоди! Меня вчера просил уйти, я ушла, но если ты мне обещала, что после чая дашь князю мне, значит, ты не должна была подходить, когда мы с ним разговаривали. Он сам меня позвал. Неправда! Мы с ним как раз разговаривали о цветах, и ты нарочно подошла, чтобы сказать, что терпеть не можешь душистый горошек! Он глазами меня позвал. Чудесно! Она уже и взгляды его изучила! Да успокойтесь вы, ради бога! Да что же я за отец такой, что меня никто не слушает? Вот дождетесь, князь едет, и никого из вас не выберет! Ну и прекрасно! Это будет наказание Берия! Ты не спрыгнешь! Ради бога, помиритесь уже! Но вы же видите, что я страдаю из-за того, что Маланья меня предала! А тут еще и вы ссоритесь! Ладно, я согласна. Я сяду тут в беседке и даже не покажусь. И говори с ним сколько захочешь. Да. Во, молодец, молодец! Умная дочка! Умная дочка! Молодец! Папа! Князь! Позвольте мне с вами минутку поговорить. Меня давно тяготит одна мысль. Хорошо, я сейчас. Я на пару слов к мамаше, а потом к вам. Князь! Я пришла в жизнерадостных трусиках. Ну как можно, помилуйте! Я хочу от тебя картузиков. Я не избегаю, напротив. Я хочу быть твоей козёчкой. Ля-ля-ля-ля-ля-ля.
мешать. Я хочу жить с тобою в шалашике, делать больше тебе и точить для тебя карандашики. Я хочу, чтобы ты бесконечно Молодец, Иван, ступайте на край сада, туда, где скамеечка. Я приду через 1,5 часа. Хорошо, мой князь! Я пойду на скамеечку и через 1,5 часа буду ждать вас, мой князь! Я буду ждать вас, как солнышко во время сенокосика! Иду! Я буду ждать вас, князь! Князь. И это тоже. А я вас искал. Я так и думала. У меня к вам просьба. Мне кажется, моя диссертация не уладится. Я только что кончил 4 главу, но я в ней не уверен. Перечитайте ее. У вас есть и знания, и способности. Так сделайте мне на этот счет ваши замечания. Только не торопитесь. А то, если вы будете торопиться, я подумаю, что вы недостаточно умны. Да. Посидите над ней 1 час, 2 часа, 3 часа, 4 часа, 5, 6, 7, 8, 9 часов, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Я все поняла. Я иду исполнить вашу волю и постараюсь, чтобы вы остались мною довольны. Мой повелитель. Наука прежде всего, Вера. Боги! Вообрази, что дядя твой выдумал, будто бы ты, мой Бог, серьезный ученый, влюбился в этого шаловливого сорванца в Любу. И это правда, мама. Ах, ты шалун! И он поддерживает шутку. Вы сговорились? Да это не шутка, мама. Я сейчас шел к тебе, чтобы сказать, что, исполняя твою волю, я решил. Если Люба захочет, я женюсь на ней. Вот вам. Я тебе был всегда послушен, во всем, и даже слишком послушен. Это никогда не бывает слишком. Да, я жил твоим умом, твоей волей. Это тебе послужило на пользу. Да, ну теперь хватит. Хватит с меня. Это выше сил моих. Я больше так не могу.
Мама, не могу. У тебя лихорадка. Он простудился. Нет. Ты вне себя. Да я не шучу, мама! Ты хочешь, чтобы я взял ту жену, которая нравится тебе, а не мне? Так этого не будет, я тебе прямо заявляю. Я люблю Любу и женюсь на ней. А если ты не дашь своего согласия, я уйду, куда глаза глядят. Я брошу всякие занятия, мама. Я сделаю над собой то, чего ты даже не ожидаешь. А теперь я подожду твоего решения. И посмотрю, как ты дорожишь своим сыном, его работой, его жизнью, да и вообще всем. Диссертацию. Это сумасшествие. Неужели он такой? Спасите его, спасите. Здесь может спасти только Люба. Позовите его ко мне. Нет, княгиня. Я провинился перед ней, я не пойду. А я, пожалуй, пойду, но сюда ее не приведу. Я с ней уйду подальше куда-нибудь. Когда я иду к ней, она добра, чтобы спасти сына. И я на все решусь. Отставку. Девочки мои, я ни в чем не виноват. Ради Бога, простите. Hello, 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 Что это значит, а? Как нехорошо. Люба, гений мой, гений счастья моего, будь со мною! Нет, ваша маменька меня не хочет. Хочу, хочу.
случилось, что я его полюбила, так это прочно. Это на всю жизнь. На всю жизнь. Придется песня в посте, кометы, что на 100 лет согреют небо в постель и разрядит пистолет. Поэтому юную грудь, вливая вечность иметь, тут начинается путь, и тут кончается смерть. Начинается путь, и тут кончается. Un peu plus sucré, un peu plus salé. Non, moi je préfère plutôt